чеченцы, они и к моменту прихода русских имели длительный опыт обороны. Скажем, туда ходил крымский гирей, да, при Екатерине. Он там сломал себе голову, потерял огромные силы, и после этого Крым попал в руки Санкт-Петербурга уже как бы тепленьким. Вот, до этого туда ходили нагайцы. После этого нагайцы были разгромлены, потому что они там тоже потеряли большие силы. Вот, там жесточайшая страшная резня была во время монгол. Вот, то есть Чечня, она как бы была камнем преткновения для очень многих, не только России. Чеченцы, они, если не изменяет память, где-то около 15 или 14 века, они уничтожили свой феодальный класс, и к ним бежали, именно к чеченцам, бежали от кабардинских князей их крепостные, которые находили там свободу, они давали возможность там селиться, и из Дагестана, от дагестанских князей, от аварских князей тоже бежали, и как бы Чечня была своеобразной такой сечью, куда бежали люди, которые не хотели быть рабами. В времени это были кавказцы, их назвали мамлюками. Они правили Шамом и Мисром, и Египтом, особенно Египтом. И когда раньше, если говорили кавказец, хочет сказать кавказец, говорил дагестанец, чеченец, они особо не понимали, черкес. Раньше знали нас как черкес. Сегодня пришло такое время, что уже ты говоришь дагестанец, не знают. Или кроме тех, которые определенные, кто изучает, знает в интернете, географию и так далее, или сталкивался. Говоришь тоже черкес. Если старые, до этих событий современных, они сразу говорят, черкес, они знают, мамлюки, правители, там воины и так далее. Сегодня скажешь Шишан на арабском или Чечня, все, о, Чечня. Дагестан скажешь, Киргизстан, Таджикистан. Чечня скажешь, о, Чечня, Шамиль Басаев и так далее. То есть у кого что в голове бывает, сразу у них что бывает, какие-то определенные что? Ассоциации. Если даже отложить какие-то отрицательные и положительные стороны, мы сегодня видим, что чеченцы уже, их слово, оно уже идет на мировом уровне. Сам даже в Чечне, если взять сами чеченцы, в самой Чечне, они на российском уровне, у них есть очень серьезное слово. В России, в Москве чеченец, говоришь, их боятся. Сегодня этот лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров, его слово, он что-то говорит уже не просто на российском уровне, а на международном уровне, в связи с Украиной или Сирией, или где-то уже цитирует там Нью-Йорк Таймс, другие вещи. Если мы посмотрим те же чеченцы, которые мухаджиры, если, допустим, что-то говорит Закаев, допустим, сразу это идет резонансом. Если мы скажем, те чеченцы, которые находятся в Шаме, в Сирии, лидеры, допустим, разные амиры, разных групп, допустим, Джайши Мухаджирин Вали Ансар, мы знаем, это чеченец. Сайфулла Шишани, у него целая группа, это Сайфулла чеченец. Если там Ансару Шам или какая-то группа очень большая, Муса Шишани, я вот видел один его клип, когда он идет, и Асаду говорит, мы, говорит, за тобой, говорит, придем. Такой очень серьезный клип. У него где-то под его, там, говорят, несколько тысяч этих ансаров, самих сирийцев, египтян, под его командованием. Если мы посмотрим, Давля, сегодня уже министр обороны, это Омар Шишани, Омар Шишани. То есть, мы не говорим, кто плохой, кто хороший. Мы говорим, что этот народ, чеченский народ, Всевышний Аллах дал ему такую харизму, такие качества, которые он выделяется. Он выделялся исторически тоже, и сегодня так получилось, что они на таком мировом уровне, в Америке чеченец, скажешь, там, Царнаев сразу. То есть, где-то они, хоть хорошо, хоть плохо, но как бы сегодня они выявились, и сегодня они имеют какое-то влияние. Сегодня они на международном уровне имеют влияние. Почему? Потому что сам Всевышний Аллах создал этот народ,
Он вас создал такими, что вы имеете определенную харизму, вы имеете определенный такой склад, качество характера, что вы проявляетесь постоянно, везде проявляетесь. Вы везде проявляетесь. И поэтому вот это качество, если оно качество идет в сторону шайтана, то это положительные качества, они работают на пути шайтана. Если эти качества формируются в сторону Всевышнего Аллаха, и Всевышний Аллах в Коране говорит: «Валлазина аману юкатилюна фи сабилилля, валлазина кафару юкатилюна фи сабили шайтан». Те, которые уверовали, воюют на пути Аллаха. А те, которые, говорит, не уверовали, говорит, они, говорит, воюют что? Фи сабили тагут. Они, говорит, воюют на пути тагута. Фахатилю аулия шайтан. И вы, говорит, что? Сражайтесь, говорит, с этими друзьями, близкими, говорит, этого шайтана, иблиса. И Всевышний Аллах повелевает, говорит, вы, говорит, сражайтесь. То есть, вот этот народ, который Всевышний Аллах создал, вас Он создал вот такими качествами. Если вы идете на пути Всевышнего Аллаха, значит, вот это все ваше, которое у вас есть, то, что вам Аллах дал, из этих положительных качеств, таких, которые у многих народов сегодня нету. Вы сегодня народ небольшой, у вас 1 миллион с копейками. Сказал, что во время первого плена, когда он был в концлагере в России, значит, их погнали мыться в баню, интернациональные компании, то есть заключенные, которые там были, и среди них были чеченцы. К ним в баню зашел пьяный начальник лагеря с наганом и сказал, что всем встать на колено, иначе я вас расстрелю. Он говорит, мы все, несмотря на то, что бывшие солдаты, разведчики стали на колено, никто не хотел, естественно, умирать такой нелепой смертью, кроме 8 чеченцев, которые остались стоять. 7 он расстрелял, на 8-го не хватало больше патронов. И со словами «тебе повезло», повернулся, вышел из бани. Он говорит, и после этого я понял, что этот народ никто никогда на колени не поставит.